Работники Госсовета Коми во главе с Игорем Ковзелем решили испытать себя в сдаче норм ГТО. Явка на центральный стадион Сыктывкара была добровольной, а сам председатель Госсовета признался, все действуют по олимпийскому принципу. Главное не победа, а участие. Наш корреспондент Егор Ильченко тоже готов к труду и обороне. 9 мужчин и 5 девушек. Таким составом работники республиканского парламента вышли на сдачу норм ГТО. Все они признались, несмотря на то, что пока наш регион не вошел в список 12, где эти программы стартовали на официальном уровне, расслабляться не стоит. Самое время готовиться к труду и обороне сейчас. Сегодня мы небольшим составом сотрудников Государственного совета Республики Коми решили попробовать на себе, что это такое. Надеюсь, к нам попозже подключатся и наши остальные коллеги, чтобы в следующем году, когда мы уже официально республика вступит в программу по сдаче ГТО, мы все были готовы и смогли получить заслуженные значки. Отжимания, пресс и прыжки в длину – это то, что сдавали все вместе. Мужчинам еще добавили подтягивание и поднятие гири. Нормативы, как и полагается, разделили по возрастным группам. Молодым нагрузка побольше, тем, кто постарше, немного меньше. Впрочем, легче от этого никому не приходилось. Похоже, без системных тренировок сдать ГТО непросто. Еще нужно. Последний. Еще да. Не могу. Завершительная часть испытаний – бег на 100 метров. К этому времени было видно, что некоторые из сотрудников Госсовета порядком подустали, но сдаваться никто не собирался. И вот участники в ожидании последнего рывка. На старт. Внимание! В целом забег дался участникам относительно легко, многие уложились в нормативы. Хотя, по признаниям новоиспеченных спортсменов, дело далеко не в результатах, а в участии и удовольствии от физической встряски. Впечатление замечательное, все очень весело. Было приятно встретиться вот так вот с коллегами в неформальной обстановке, проверить себя. Вот это самое интересное на самом деле, потому что бегали давно. Хотелось проверить, сможем или не сможем. Очень понравилось, очень. Поскольку данное выполнение ГТО было ответом на вызов из Ухты, отныне работники Госсовета вправе передать эстафету другим счастливчикам. Выбор пал на ухтинских и сыктывкарских депутатов, а также на депутатов из Визинги. Теперь их очередь доказать, что к труду и обороне они готовы ничуть не хуже. Тем более, что сдача ГТО в скором времени, возможно, как и прежде, станет обязательной для всех. А вам, уважаемые коллеги-депутаты, слабо! Егор Ильченко, Константин Стратиенко, телеканал Юрган, Сыктывкар.